Сегодняшняя проповедь, она называется «Любовь к невесте Христовой». У меня вот такое вступление. Вы все знаете, что есть такой вот прообраз в Библии. Кого называют невестой Христовой? Это церковь, да? То есть есть такая параллель, Иисус сам говорил об этом. Просто для тех, кто не в теме, сразу объяснить, чтобы вы понимали, что происходит. И в самом начале я хочу рассказать такую историю. Молодая пара, у них свадьба шикарная. Много-много людей приходит, все хорошо отыграли, едут в отпуск, в свадебное путешествие, приезжают на море, заселяются в номер, садятся на кровать, чемоданы распаковывают, и муж говорит жене, уже не невесте, говорит: дорогая, я надеюсь, ты не будешь возражать, но сейчас, когда мы уже женаты, я бы хотел напомнить или упомянуть о нескольких твоих недостатках, которые я заметил в тебе, и о которых я не могу молчать. И она ему отвечает: вовсе нет. Говори. Именно эти маленькие недостатки не позволили мне получить более хорошего мужа. Вы знаете, на самом деле истина заключается в том, что мудрые мужчины, они не говорят своим женам, что с ними что-то не так. И если у нас есть еще не женатые, мотайте на ус, потому что лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих, потому что я учил это, тяжелым путем. Не нужно шутить даже по поводу каких-то недостатков жены, потому что, во-первых, это опасно для твоего здоровья, и вообще это не здраво. То есть я уже потом это осознал. Вот. То есть даже шутки неуместны на самом деле. И в обратную сторону это также работает. Жены, которые любят своих мужей, они также этого не делают. И именно в этом заключается, вы все знаете, 1 Коринфянам 13 глава, глава, которая посвящена любви. Что такое любовь? Давайте мы ее прочитаем. Сегодня я буду читать, здесь у нас новый русский перевод. Я буду читать в переводе Библейской лиги. Или бывает современный перевод ИРВ. Он отмечен, я не знаю, мне больше всего. Все места Писания будут из этого перевода, чтобы нам туда-сюда не мотаться. Вы можете здесь следить, посмотрим, как там расхождение есть. Итак, если я говорю на разных языках, будь то язык людей или даже ангелов, но не владею даром любви, то я всего лишь гулкий колокол или звонкий кимвал. Если я обладаю даром прорицания и все тайное от Бога мне ведомо, если я исполнен глубокой веры, так что могу двигать горы, но не владею даром любви, то я ничто. И если я раздам все, чем владею, или даже передам свое тело на сожжение, но при этом не владею даром любви, то все это мне ничего не даст. Любовь терпелива, добра, не ревнива, не хвастлива, она не раздувается от гордости, не ведет себя неподобающе, не себелюбива, не раздражительна, не считает свои обиды, не радуется недоброму, а вместе с другими радуется правде. Она всегда защищает, всегда верит, всегда надеется, всегда терпит. Любовь никогда не кончится. Смотрите. Хотя и пророчества прекратятся, и дару знаний языков придет конец, и познание прекратится. Любовь никогда не кончится. Вот что такое настоящая романтическая любовь. И вот то, что мы шутили в самом начале, что это не здраво так поступать, высмеивать, прикалываться над своими любимыми. И именно об этом говорит нам Библия. Но вы знаете, Бог не просто говорит о любви. Бог дальше нам показывает, что такое настоящая любовь. Ефесянам 5 глава, 25-27 стих. Здесь говорится мужьям, да? И я, может быть, вернусь чуть-чуть вперед, мы сейчас не будем этого касаться. Но если посмотреть вообще весь отрывок, помните, я даже проповедовал пару раз на эту тему, начинается он следующими словами. Не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом. Дальше стоит запятая и идет пояснение, каким образом. Я, кстати, недавно ко мне люди подходили и спрашивали, что значит наполняться духом? Там стоит запятая, и там что? Восхваляя
Бога в песнопениях, первое. Второе, благодаря Его за все. И третье, то же самое дальше, это для того, чтобы мы наполнялись Духом. Там написано, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Дальше идет пояснение, что это означает повиноваться. Для чего? Для того, чтобы наполняться Духом. И там что? Жены, почитайте мужей ваших, детей и так далее. И то же самое там через запятую идет с 25 стиха. Мужья. Это для чего? Это каким образом мы можем повиноваться друг другу в страхе Божьем для того, чтобы наполняться Духом. Мужья, любите ваших жен, как Христос возлюбил церковь. Христос отдал себя за нее в жертву, чтобы осветить ее, очистив ее омовением в воде и провозглашением благой вести. И чтобы взять церковь себе в невесты, как сияющую, безупречную, без изъяна, чтобы она была свята и непорочна. Иисус лучший пример такой любви. Аминь. Потому что Иисус лучший пример того, как муж должен любить свою жену. До смерти. Все для нее сделать, чтобы что? Очистить ее. Она вообще ничего не делает. Он делает. Он любит. Иисус идеальный муж. Он муж или, здесь жених удивительной невесты. Церковь. И вот сегодня я бы хотел поговорить именно об этом. Что это вообще означает? Вот был День всех влюбленных. Вы знаете, многие и у нас, когда называют День Святого Валентина, все думают, что это имеет какое-то отношение к религии, что это какой-то религиозный праздник, христианский праздник. На самом деле это вообще не так. Нет нигде, ни на Западе, в церковном календаре, ни тем более у нас. И как я говорил, мне кажется, это вообще праздник имеет такую коммерческую подоплеку. Но на самом деле, вот сам корень, хорошие мотивы. Мы почитаем человека, которого мы любим. Мы оказываем какие-то знаки внимания. Призывается к этому. Подарки даришь, говоришь какие-то красивые слова. Да? Но у христианства немножко другой фокус. Потому что у Иисуса другой фокус. Я сейчас разверну это, потому что Иисус показал нам пример того, какой должна быть любовь. И своим примером Иисус показал нам, что самым важным для Него было то, чтобы позаботились о Его невесте. Сейчас я поясню. Давайте мы посмотрим на Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 15 стиха, 15-17 стих. Здесь ситуация какая? Иисус уже был распят на кресте, Он воскрес, Он уже являлся своим ученикам, и это уже третий раз, когда Он во плоти после воскрешения является своим ученикам, и Он уже знает, вот Он сейчас вознесется на небо, Он уйдет. Он уже не будет здесь на земле до того момента, когда второе пришествие не будет. И Он дает самые важные инструкции. Понимаете, это последние слова, которые Он говорит. Вот Он знает, что Он уйдет, Он расстается. Он самое важное подчеркивает. Смотрите, 21, 15, 17 стих. После того, как они поели, Иисус спросил Симона Петра: «Симон, сын Ионы, любишь ли ты меня больше, чем все остальные?» Петр ответил Иисусу: «Да, Господи, ты сам знаешь, что я люблю». Иисус сказал ему: «Заботься о ягнятах моих». И во второй раз Иисус спросил его: «Симон, сын Ионы, любишь ли ты меня?» Он ответил ему: «Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус сказал Петру: «Заботься об овцах моих». И спросил его Иисус в третий раз: «Симон, сын Ионы, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что Иисус спрашивает его в третий раз: «Любишь ли ты меня?» И потому Петр сказал Иисусу: «Господи, тебе все ведомо, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус сказал ему: «Заботься об овцах моих». Еще раз. Это вот одно из последних наставлений, которые Иисус дал, прежде чем Он вознесся с земли на небо. Важная тема для Него. Как мы это также можем видеть, да, Он 3 раза его спрашивает, до такой степени, что Петр, он уже обижается.
что ты меня спрашиваешь уже третий раз, любишь ли ты меня? И он пытается донести какую-то мысль. Он говорит, если ты меня любишь, ты должен заботиться о моей невесте, да? Потому что невесты, что моя паства, это все про церковь. Вы понимаете? И он ему 3 раза говорит, насколько это важно для него. Ты меня любишь? Он говорит, да, люблю. Если ты меня любишь, вот тогда заботься о моих овцах. Заботься о моей невесте. Он наставляет его о том, чтобы церковь, она была накормлена, защищена, лелеяна. Для Иисуса это высший приоритет. Это последнее вот его наставление, прежде чем он ушел. И если это было высшим приоритетом для него тогда, ну и сейчас является, если ты любишь Иисуса, какой для тебя должен быть высший приоритет? Заботься о моей невесте, заботься о моей церкви. Вы понимаете? Потому что это важно для него. Если ты говоришь, я люблю тебя, он ему 3 раза говорит, ты любишь меня? Ну да. Но если любишь, тогда ты должен заботиться о моей пастве, о моей невесте, о моей церкви. Ну хорошо, как бы это. И он еще раз говорит, ты любишь меня? Ну люблю же, сказал. Тогда ты должен заботиться о моей церкви, заботься о моей невесте. И потом 3-й раз, да Господи, что ты меня спрашиваешь? Тебе все ведомо, ты знаешь все мои мысли. Люблю я тебя. И он просто, он не считает его за дауна, да? Он пытается, вы знаете, как детям, когда ты говоришь, ты пытаешься донести эту мысль, насколько это важно, чтобы ты понял, вот это для меня важно, это приоритет. Если ты любишь, ты говоришь, заботься о моей церкви. Смотрите, во всех вообще Иисус, он подчеркивал это было его учение. Давайте мы посмотрим, смотрите, Павел пишет в 1 Тимофею, он пишет Тимофею, своему ученику, о том, кто должен вести церковь, да, говорит о пастырях, и здесь разные переводы, там одно слово на самом деле, в синодальном переведено как епископа, но в разные переводы я смотрел разные слова, суть она одна, епископ, пастырь, руководитель, вообще на греческом это как старейшина звучит, то есть это везде знак равенства, одно слово. Он говорит о том, что это должны быть люди, лучшие, кого вы можете найти. Не в том смысле, вы знаете, лучшие это не значит самый лучший. Это значит остальные еще хуже. Ну, вы понимаете, да? Потому что, в разных общинах бывает по-разному. Но если больше нет никого, вот кто есть, тот и есть, как бы, да? Но это все равно должен быть какой-то достойный человек. Давайте мы прочитаем требования, которые... Это 1 Тимофею, 3 глава, со 2 стиха. Я в современном читаю также. Но старейшина должен вести такой образ жизни, чтобы у людей не было оснований для осуждения. Он должен быть верен своей жене, быть всегда сдержанным, трезво рассуждать, держать себя с достоинством и быть гостеприимным. Ему необходимо уметь наставлять других, не иметь пристрастия к вину и к дракам. Он должен быть мягким и миролюбивым человеком, не стремящимся к наживе. Старейшина обязан быть хорошим главой собственного семейства, держать своих детей в повиновении и в должном уважении к себе. Если человек не в состоянии управлять собственной семьей, то как же он может заботиться о Церкви Божией? Я для чего это сейчас читаю? Для того, чтобы мы понимали, что он говорит, что самые опытные должны быть. Кто-то еще раз просто подчеркивает важность заботы о церкви. Я вот это именно хочу донести. Вы понимаете? Иисус хочет, чтобы о его невесте заботились те мужчины, которые зарекомендовали себя как хорошие мужья и хорошие отцы. И из того, что мы до этого читали в Евангелии от Иоанна, 21 глава, когда Иисус, он беседовал с Петром, следует то, что если ты любишь Иисуса, ты должен заботиться о его невесте, о его церкви. Вы согласны, да, с этим? Если церковь это самое важное, что у него на уме, это должно быть самым важным, то, что у нас на уме. Если он для нас пример, если мы его любим. Внесем ясность, да, еще раз, что, может быть, кто-то не в курсе. Мы не говорим про здание церкви.
Мы не говорим про храмы. Мы не говорим про оборудование, стулья, помещения и так далее. Самое ценное, что есть у Христа, это собрание верующих. Это поместная община, подобная нашей, в разных местах, везде. Вы согласны? Вы понимаете? Я думаю, что доказывать это из Писания не надо. Итак, следуя логике и все, что мы говорили, это означает, что если мы любим, если ты любишь Иисуса, то ты должен сделать все, что в твоих силах, чтобы невеста Христова укреплялась, холилась, лелеялась, созидалась. Ты согласен? Возникает вопрос, как я могу это сделать? Что мы можем делать для этого? И именно поэтому, знаете, не случайно вот такая вот параллель с невестой. Я думаю, я вот размышлял на эту тему. Каким образом ты можешь холить или лелеять свою невесту? Заботиться о ней? Знаете, самое первое, что ты можешь делать, это проводить с ней время. Ну, это очевидно. Если ты не будешь проводить с ней время, ну, я вам сейчас пример такой расскажу. Иллюстрация. Семейная пара, 3 детей, 3 пацанов, маленького все возраста. Муж на работе, жена дома, и один день наступает, дети ведут себя просто отвратительно. То есть дерутся, все разносят. Она и так устала, и еще муж задержался на работе, какие-то у него там дела возникли, жену не предупредил, на пару часов вместо 6 приехал домой в 7. Заходит, она уже вообще вся никакая, весь день там агу-ага, сюси-пуси, ей хочется поговорить. Она просто выливает на него вот этот поток информации и рассказывает, как дети себя плохо вели. Он пришел весь уставший, ему хочется просто сесть где-нибудь в угол, забиться, и чтобы его там полчаса никто не трогал. Он сидит, молчит, и потом берет и совершает роковую ошибку и говорит: за дверь, вернусь обратно, и мы начнем все как бы по новой. Он говорит: давай. Он выходит, вытирает ноги, стучится, вернее, не стучится, дверь открывает и говорит: дорогая, я дома. В ответ слышит: ну, наконец-то. Уже 9 часов. Ну и где ты шлялся последние 2 часа? В чем вообще причина проблемы? Много на самом деле, да, здесь можно разобрать, но одна из тех вещей, вы знаете, его не было рядом, когда он был нужен. Она уже ожидала, что он придет, он пришел позже, и его отсутствие дома, оно ослабило их отношения. Знаете, она начала вести себя так, как никакой мужчина не хочет, чтобы она себя вела. Да? Я хочу тебе сказать, что если ты ставишь другие вещи выше общения с невестой Христовой, то есть церковью, ты ослабляешь свои отношения с ней, и в том числе ты ослабляешь церковь. Я понимаю, что я проповедую не тем людям, потому что вы-то здесь сидите, как бы, да, в конце концов пришли сюда. Но я хочу, чтобы вы осознали, насколько ценно ваше присутствие здесь. Вы знаете, в связи с пандемией у людей сложилось такое впечатление, так как я верю, что это вообще был, как говорят, нет худа без добра в миру, но я верю, что это был такой волшебный пендель для церкви, чтобы она вышла в интернет. Мы бы до сих пор бы ничего не сделали. Ну, потому что зачем? Но это прямо послужило, вы знаете, интернет завален мирским мусором. Чего там только нет. И церковь по всему миру, она также пошла в интернет, потому что Бог, Он понимает, что на самом деле это великий инструмент для того, чтобы достигать до края земли, до миллионов. Сейчас даже в самых северных деревнях интернет есть.
Раньше, помните, там какие-то газеты печатали, журналы, куда-то там что-то вести. Все давно умерло. Потому что пока это доедет туда, информация не просто устареет, это уже как будто как хроники с прошлого века какого-то. Когда ты вот, у тебя сейчас все за 15 секунд. Мы вчера экран уронили, я такой пришел домой, хотел там жене рассказать, детям, все уже знают. Капец. Уже все. Информация распространилась. Я поэтому сразу сказал вам, чтобы вы от меня услышали. Но я к тому, что вы понимаете, да? И это на самом деле мощный инструмент для достижения, для проповеди Евангелия. И мы должны это использовать. Но обратная сторона, что многие люди, они восприняли, а зачем мне ходить куда-то? Я там кликнул, у меня там одна проповедь, потом кликнул, там другая проповедь. Этот не нравится, вот это нормально, мне по слуху, мне там как бы по нутру. И часто слушают то, что, знаете, когда люди говорят то, что нравится, чтобы быть популярным, потому что блогерство – это тема такая, знаете, нужны посты регулярные, нужно говорить то, что людям нравится, если ты хочешь, чтобы тебя смотрели. Ладно, это отдельная тема, но что я хочу донести? Вы знаете, это важный вопрос для Иисуса. Иисус сказал, что когда мы почтим Его своим присутствием рядом с Его невестой, тогда и Он будет там, Он тоже почтит нас. Матфея 18 глава, 20 стих. «Потому что там, где двое или трое соберутся вместе во имя Мое, Я с ними буду». Еще раз, смотрите, если ты не считаешь это важным, это вообще самая основа, чтобы проводить время вместе. Ты понимаешь? Если ты не будешь проводить время вместе, вообще ничего не будет. И, может быть, немножко вперед забегаю. Смотрите, на самом деле у многих христиан произошел какой-то вот сдвиг, знаете, понимание правильного. Вообще, зачем ходить в церковь и что делать? Люди привыкли, вот эта вот мирская психология, что мне все, дайте мне, я мое. Вот зачем мне ходить? Я здесь могу получить, я там могу получить. Люди спрашивают, могу ли я спастись и быть верующим, и получить спасение, и не ходить в церковь. Да, ты можешь, но ты что-то пропускаешь. Смотрите, вся суть христианства, она не в том, чтобы я, мне, мое, ты получил спасение. Но дальше что? Иисус говорит, мы должны становиться Его учениками. А Он что делал? Он служил. Если твоя вера заключается только в том, все твое христианство в том, чтобы получить мне, что-то не так с этим. Ты должен приходить сюда для того, чтобы послужить кому-то другому. Просто на созидание тела, проводить время с невестой. Ты понимаешь? Таким образом ты укрепляешь саму церковь. Немножко чуть вперед забежал, давайте дальше посмотрим. Итак, первое, нужно проводить время вместе. Во-вторых, мы должны заботиться о невесте Христовой, говоря ей слова любви и утешения. Пример. Брат, сестра забрались на чердак, нашли старый сундук. Я, кстати, у меня такая же ситуация была у бабушки. Я нашел письма, которые отец и мама, они писали друг другу, когда они были, молодые. То есть вот, реально сундук бабушкин. И маленький мальчик сидит, читает письма, и потом говорит сестре, слушай, они раньше друг друга по-другому называли. Вы знаете, мудрая жена и мудрый муж, они не оскорбляют друг друга, они не принижают своего супруга или свою жену. Если ты мудрый, ты наоборот ее поднимать будешь. Вы знаете, то же самое говорится, вот давайте посмотрим. Послание к Ефесянам, 4 глава, 29 стих. Что мы, как христиане, должны делать? Пусть сквернословие не исходит из уст ваших, а только то, что помогает людям стать сильнее, чтобы те, кто слышит вас, были благословлены вашими словами.
Слова имеют значение. Почему мы говорим детям? И почему это, если мы только это здесь делаем, а дома ты им постоянно говоришь, что ты тупой, что у тебя никогда ничего не получается, и руки у тебя растут ниже спины, и так далее, то, ну, как ты считаешь? Но путь сквернословия не исходит из уст ваших, а только то, что помогает людям стать сильнее, чтобы те, кто слышит вас, были благословлены вашими словами. Я просто знаю проповедников, смотрите, я сейчас не привожу никакие церкви, вы их не знаете, но их достаточно дальше, не из нашего города. Но я слышал, когда за кафедру поднимались люди, которые проклинали людей прямо со сцены. Проклят ты, там твоя семья, там... Какой ужас просто! Может быть, какие-то церкви там, ну, они были достойны, чтобы им там по голове надавали, как бы, да. Но это просто так, ты не общаешься с невестой, ты не обращаешься с ней так. Ты не оскорбляешь ее, ты не злоупотребляешь положением и не говоришь ей ужасных вещей. И то же самое касается людей вокруг тебя, потому что мы часть тела Христова. Ты понимаешь, да? Но я также знал членов церкви, не у нас, которые причиняли вред своим прихожанам, знаете, ворчанием, сплетнями. Или там, я просто поделилась своим разочарованием. Или придирками то к одному, то к другому. Вы знаете, все эти люди, они забыли, кому на самом деле принадлежит церковь. Они думают, что церковь принадлежит мне, ну, им. Но она не им принадлежит. Они оскорбляли невесту Христа и своими словами, и своим поведением, и просто обливали свадебной одежды грязью. Люди, это не здраво. Не должно такого происходить с верующими, которые говорят, что любят Иисуса. Потому что Он говорит, если ты любишь меня, заботься о невесте моей. Чтобы она была холена, лелейна, чтобы все хорошо было. Вы согласны? Я всегда это подчеркиваю, ну и мы стараемся вот такую вот культуру привить в нашей церкви. Мы понимаем, насколько это важно. И поэтому периодически я учу об этом, мы стараемся применять это на практике. Мы верим, что, знаете, как Христос учит, если у тебя есть что-то против брата твоего или против сестры твоей, тебе нужно пойти и поговорить с ними. Не с соседями, не с подругами, не в своей группе в какой-то, потому что это грех. Вы согласны? Более того, вы помните слова Иисуса, когда Он говорил, что... Иисус говорил, что если несешь свою жертву, а имеешь что-то против брата своего, убери все, не нужна твоя жертва. Иди сначала примирись, а потом уже там что-то. Приоритеты просто. И, ну, я несколько раз проповедовал вот на эту тему. И сейчас, смотрите, я хочу, чтобы мы кое-что сделали. Вы не вставайте, но я хочу, если это у тебя есть на сердце, давайте мы помолимся. Пообещаем, что просто, если у меня будут какие-то проблемы с кем-то, я не буду распространять сплетни, я не буду устраивать какие-то заговоры с кем-то, я пойду и поговорю с этим человеком. Вы согласны? Это здравый способ, как вообще примириться. Другое дело, простят тебя или нет, в зависимости от того, что произошло. Каждая ситуация индивидуальна. И помните, как я тоже говорил, простит ли тебя Бог? Да, простит. Простит ли тебя этот человек? Я не знаю. Потому что мы живем в таком мире, когда Бог, Он всегда тебя простит. Но это не означает, что ты не будешь нести ответственность и у тебя не будет последствий за твои деяния какие-то. Понимаешь? Ты все равно будешь сталкиваться с этим. Помните, я пример приводил, если, например, предположим, например, кто-то верующий сел пьяный за руль, поехал, задавил кого-то насмерть. Бог простит его или нет, если он раскается? Да, Бог его простит. Сядет ли он в тюрьму? Да, сядет. Почему? Потому что такие законы.
его не освобождает это от ответственности, он сядет. Давайте помолимся, хорошо? Отец Небесный, Господи, дай нам просто иметь это в своем сердце, как свой приоритет. Если будут разногласия, если будет с кем-то ссора в церкви, я обещаю, что я прежде всего пойду к этому человеку и сделаю все, что зависит от меня, чтобы примириться с ним. И не буду распространять сплетни, не буду устраивать заговоры, но буду поступать по Слову Твоему. Аминь. Итак, первое, мы должны, помните, мы все еще говорим, каким образом мы можем исполнять заповедь Иисуса Христа, что заботься о моей невесте, заботься о моей церкви, если ты любишь меня. Первое, мы должны проводить с ней время. Второе, мы должны говорить ей слова любви, ободрения, общения. И под церковью мы понимаем общину. Да? Братьев и сестер, которые вокруг меня. Посмотри вот налево и направо. Не так, что так просто глазами так не бойся. Как бы, да, можно голову повернуть. Вот с ними придется, да, вот это все делать. Говорить хорошие слова любви, ободрения. Смотрите, и третье, что нам нужно для того, чтобы заботиться о невесте Христовой? Нам нужно посвятить себя ей. Нам нужно вкладываться в нее. Работать над поддержанием отношений. Вы понимаете? Отношения сами по себе, они никогда не строятся. Все требует усилий. И в церкви это не исключение. Если ты хочешь исполнять вот эту заповедь Иисуса, которую он говорил Петру: Петр, если ты любишь меня, заботься о моей невесте, о моей пастве, тебе нужно посвятить себя, надо вкладываться в нее. Вот День всех влюбленных, вот на самом деле я просто не привык. Ну, в смысле, я вырос в другой культуре, это было чуждо, поэтому, наверное, у нас как-то не приживается. Хотя у меня мама моя, вот она там какие-то подарки делает нам, там как-то вот чего-то пытается. Вот. Ну, женщины не всегда, наверное, более романтичные, как-то в этом плане, да. Но на самом деле вот этот праздник, он напоминает о том, что насколько важно вкладываться в отношения. Важность работы над отношениями. Не знаю, зачем, вот, просто часто бывает, кстати, вот еще, когда на стадии ухаживания, цветочно-букетный период, когда оба вкладываются в отношения, посвящают себя, а потом, когда уже поженились, как-то перестают работать над этим, перестают вкладываться в отношения. Я вам скажу, что ничем хорошим это тоже не кончится. Любые отношения, они требуют того, чтобы над ними работали. В них нужно вкладываться постоянно. То же самое в церкви. Отношения угасают, если вовлеченные в них люди не работают над поддержанием отношений. Спросишь, каким образом это относится вообще к церкви? Я тебе скажу, что люди могут просто приходить в церковь и сидеть флегматично. Смотреть, наблюдать по сторонам. Никакого участия не принимать. Я никого не трогаю, пусть меня никто не трогает. Сейчас мне расскажут, споют, я пойду домой. Наполненный. На самом деле не принимают участие ни в каком служении, потому что никто не попросил. Но слишком часто никто и не просит. Но я хочу сказать, донести мысль следующую, что если мы с вами любим невесту Христову, нам нужно взять на себя ответственность. Я ответственен. Каким-то образом вкладываться в нее, вкладываться в отношения. Мы не должны просто сидеть сложа руки и ожидать, что кто-то заметит, что я скучаю и мне нечего делать. Иисус трижды спрашивал Петра: любишь ли ты меня? И каждый раз Иисус подчеркивает, насколько важно для тех, кто его любит, питать, лелеять и заботиться о церкви. Я вот подчеркиваю, не знаю, насколько всегда пытаюсь донести, что в нашей церкви мы чувствуем привлекать людей настолько, насколько они сами этого хотят. Не грузить до полностью, когда кто везет, на том и возим. Да? Но что я хочу сказать, что, знаете, бывают общины, когда
вот лишь избранные могут служить и что-то делать. Я считаю, что это неправильно. Не у нас, не здесь. Если ты хочешь заниматься какой-то формой служения, мы тебе найдем способ помочь. Еще раз, мы можем помочь. Но ты должен хотеть, ты должен желать вкладываться в невесту Христову, если ты любишь Иисуса. Ты понимаешь? Смотрите, не все призваны. У нас тут, например, люди бывают, подходят. У нас всего 5 микрофонов. Если все выйдут и будут петь, кто будет в зале, как бы, да? Поэтому наступает такая стадия, как бы, вот, и плюс еще должны быть определенные навыки там. Это без всяких вот обид. У нас на пульте не хватает просто каналов. Хорошо бы иметь второй состав, третий, это отдельная тема для разговора, но не все призваны, только один человек может стоять за кафедрой также. Если тут 3 или 4 мы начнем там каждый в свой сектор, тоже ничего хорошего не будет, вы понимаете. Но ведь не в этом же суть. Много же служений, которые, вы посмотрите, благословлена церковь или нет, вот теми бутербродами. Начал один человек, сейчас продолжают другие. Хорошо или нет? По-моему, вообще супер. Другой пример, там, например, когда после хлебопреломления мы делимся по группам. И вот те, кто берут инициативу какую-то, да, начинают вести, там, молиться за кого-то. Это хорошо или плохо? Служит ли это на созидание? Если ты наберешь воды в рот и будешь сидеть молча, буркать и ничего не хочу, ничего там не это. Ты понимаешь, да? Я про отношения. Начинается все с чего-то. Начни делать что-то с малого, где ты видишь потребность, и ты смотришь, что ты можешь пригодиться. Начни делать это. Дальше Бог, Он покажет. Я всеми руками за. Когда люди подходят, я говорю, я вообще не против, только за. То так, знаете, кто-то придет там, вот мне Господь сказал там что-то делать. Классно. Кто это будет делать? Вы найдите кого-то, я буду посещать. Если тебе Господь сказал, может быть, ты и должен делать. Вы понимаете? Итак, первое, проводить время вместе. Второе, говорить слова утешения, ободрения, любви. Третье, найти способ вкладываться, да, созидать отношения. И, наконец, четвертое, если мы любим невесту Христа, мы заботимся о том, чтобы ее семья, она росла. Вы заметили, да, вот то место Писания, которое мы читали, когда Иисус разговаривал с Петром. Иисус попросил Петра накормить и позаботиться о ком. О ком Он попросил позаботиться? О моих овцах, да, Он говорит, буквально. Овцы, кроме шерсти, что еще дают? Что они производят? Молоко, не знаю. Да они производят других ягнят, да? Они растут, отара, стада, как это называется. Они производят других овец. Так они создают стадо. Знаете, точно так же мы создаем церковь, мы создаем семью. Мы увеличиваем Его церковь, мы рассказываем людям об Иисусе, о церкви. И таким образом церковь, она растет. Помимо того, что мы тоже размножаемся, вот у нас дети уже тоже все в церкви, у многих, они вырастают, но это более длительный, естественный способ, да, такой медленный, так скажем. Хотя кто-то много приносит в церковь. Но естественный способ, мы делимся своей верой, да, мы рассказываем об Иисусе. И таким образом церковь, она растет. Еще раз, вот День всех влюбленных, день проявления любви. Знаете, на самом деле это день проявления любви Христа к нашим супругам, к нашим любимым, ко всему миру вокруг нас. Потому что люди в этом мире, многие не знают, что такое настоящая любовь. Приоритеты вообще напрочь все снесены. Даже в семье мы даже оставляем, помимо того, что люди часто путают похоть и физическое влечение вообще с любовью,
Но даже когда уже в отношениях, все пытаются, думают, если я там буду железной волей рулить, у меня все будет хорошо. Ну, то есть, кто им еще расскажет? Кто поделится этим, если не ты? Вы понимаете, о чем я? Я хочу привести вам пример. Я не знаю, вот насколько, надеюсь, что удачно. Была такая женщина, жила в Америке, Хелен Келлер. Она знаменитая писательница, общественный деятель. Кто-нибудь слышал? Ну, она довольно популярная, просто у нее, да, я недавно говорил, она в 19 месяцев, когда ей было, у нее была инфекция какая-то, не знаю, жесткая, и она потеряла слух и зрение. То есть слепо-глухонемая полностью. 19 месяцев это, да, 1,5 года. И на самом деле у нее была учительница, как-то ее там, мисс Салливан, да, Энн Салливан. Она сама была полуслепой. И вот Хелен, уже потом, когда она стала знаменитой писательницей, общественной деятельностью, чего только она там не делала, да, она рассказывала, что первая встреча, которая произошла с ее учительницей, ей было в районе 7 лет, и вот первая встреча, когда пришла эта ее учительница, она говорит, пришла и подарила мне куклу. Я, говорит, взяла эту куклу, вы понимаете, то есть все чувства у ребенка обостряются, то есть она воспринимала мир чисто, руками. Она потом читала по губам, то есть, прикасалась, человек говорит, она умела читать по губам. Вот, в смысле, тактильно, не зрительно, а тактильно. Писала там вот, многие вещи вот эти вот для слепых и так далее. Но все через руки. И она говорит, что пришла, подарила мне куклу, и после того, как я с ней поиграла какое-то время, она взяла мне ладошку и написала слово «кукла». Тактильно. Кукла по буквам. К, У, там, К, Л, К и так далее. Я, говорит, была так рада, что смогла написать это слово, я, говорит, повторила за ней. То есть это, вы понимаете, у ребенка нет вообще никакой коммуникации, получается, да? То есть она не видит и не слышит. И она не умела, 1,5 года ты еще ничего не знаешь. И она, говорит, была настолько рада, что наконец могла написать слово по буквам. Я побежала вниз, чтобы показать маме. Потом через какое-то время она, говорит, пришла ко мне, очередное занятие, она взяла, говорит, холодной воды, набрызгала на меня и написала слово «вода». И вот таким вот образом, в общем, началось обучение. И, говорит, после того, как я выучила сотни слов уже по буквам, я могла их писать, я могла, на ощупь что-то определять, я могла коммуницировать и писать. И потом мисс Салливан однажды написала мне на руке слово «любовь». Я, говорит, сразу же в ответ написала, что такое любовь. То есть она была озадачена. Что такое любовь? Я хочу сказать, что в этом заключается наша цель. Как члены невесты Христовой, мы должны передать окружающим нас людям любовь нашего Спасителя Иисуса Христа. Не словами объяснить, потому что это непонятно. Вот представьте, как вот этому ребенку. Она потом поняла, что такое любовь. Мы должны донести это. Аминь.